Поэтому я думаю, что с одной стороны Серж Саркисян и республиканцы очень хорошо помогли к этому, что мы все были так недовольны своей жизнью, что мы хотели что-то сделать. А с другой стороны, у нас уже был какой-то опыт гражданский инициатив. У нас было с 2008 года у нас было очень много гражданских инициатив, и у нас уже был опыт. Да, у нас был опыт протестов, разных тактик, как бороться с ними. И у нас были сети, с которыми мы смогли работать, мобилизировать. Так что, с одной стороны, мы были очень недовольны, с другой стороны, у нас была уже практика протеста, практика сопротивления. Поэтому вот эти две как бы совпали. И плюс Никол взял ответственность, политическую ответственность все это сделать, да. И, по-моему, все эти три критерия, когда они все трое совпали, это случилось. Я думаю, что да, это все эти три, по-моему, для меня, по крайней мере, они очень важны. И тогда такой вдогонку вопрос. Вот во многих странах, постсоветских особенно, есть такое, знаете, у людей распространено, что если я занимаюсь каким-то неполитическим активизмом или вообще никак не связанным с этим активизмом, то действует принцип «моя хата с краю», и я политикой не интересуюсь, меня это не касается и так далее. А почему вы все-таки думаете, в Армении по-другому это работает? И почему это должно быть важно даже для людей, которые не связаны с политикой напрямую или, допустим, повседневной жизнью не связывают, не занимаются каким-то активизмом? Я думаю, что мы все были так довольны, да, мы все хотели перемену, и мы шли к этому, да. Не знаю, вот все было так плохо. И мы не верили на самом деле, что что-то случится, но мы шли к этому. Сейчас, секундочку, давайте, прежде чем вопрос, у нас будет время для вопросов, да, еще с аудитории. Тогда у меня следующая серия вопросов, тоже некоторые параллели с Кыргызстаном, наверное. У нас было аж 2 революции. Когда первая случилась, мы тоже очень радовались, а потом поняли, что есть всегда риск, что придет человек, изначально выглядящий революционером, но в итоге, приходя к власти, оказывающийся, в принципе, не намного лучше того, кто был до него. Что сейчас важнее всего сделать в Армении, чтобы не сложился новый, не знаю, режим Пашиняна, например, или его какой-то культ личности? Что лично вы, может быть, каждый из вас будет делать, чтобы этого не произошло с новой властью? Ну, знаете, здесь, во-первых, еще до культа Пашиняна есть еще другая опасность, как бы реванша или реставрации, да, старой власти, потому что в отличие от многих других революций, где старая власть она полностью рассыпалась в результате революционных событий, поскольку в Армении революция была бархатная, как мы ее называем, или революция любви и солидарности, где не было вообще никакого насилия, ни одной машины не было там сожжено, ни один камень не был брошен, там, ни одного выстрела не было со стороны участников протеста, то как бы это прекрасно и это замечательно, и мы все этим гордимся, но в результате этого старая власть, она сохранила достаточно серьезные ресурсы. То есть сейчас они, во-первых, существует еще республиканская партия, и они будут продолжать заниматься политической борьбой, что в принципе нормально. Если бы они провели какой-то ребрендинг, да, признали бы свои ошибки и стали новой партией, то это было бы прекрасно. Но, к сожалению, она все еще просто продолжает оставаться таким политическим крылом мафии, как я бы сказал, да, потому что сейчас начинается самое сложное, да, борьба за демонтаж вот этой коррупционной системы, которая складывалась годами, и там есть люди, у которых огромные деньги, у которых огромное влияние, они очень непопулярны, то есть им очень сложно будет найти людей, которые готовы за них проголосовать. Но при этом у них очень много денег, у них есть влияние в СМИ, потому что многие масс-медиа просто принадлежат вот этим людям, и они будут пытаться вернуться. И это одна опасность. Другая опасность, которая с этим связана, именно заключается в том, что
вот эти революционные силы, именно потому что как бы, правда, есть опасность вот этого реставрации старой власти, они будут пытаться как бы, да, вот, сделать все, чтобы продлить свою власть. Мне кажется, ну, это известный принцип, что демократия устанавливается, когда 2 раза меняются выборы, через власть меняется 2 раза через выборы. Поэтому я думаю, самый важный тест будет, когда Никол Пашинян проиграет выборы. Сегодня это очень трудно представить, потому что вот на выборах в Ереване, Ереванскую мэрию, коалиция Никола Пашиняна, которую он поддерживал, набрала 80%. На общеармянских выборах, ну, мы не знаем, сколько это будет, но Армения достаточно однородная. То есть, ну, даже если предположить, что это будет меньше, то все равно это будет очень серьезное количество голосов. Мне кажется, что очень важно, что будет происходить дальше. Я думаю, что очень важно, чтобы была внутренняя дискуссия вот внутри этой политической силы, и чтобы появились новые политические силы, и мы это сегодня видим. Мы видим уже, вот создается социал-демократическая партия, это левых взглядов, есть партии, которые, ну, есть группа Сосна ЦРФ, которая вела вооруженную борьбу против старого режима, и мнения о них различаются, кто-то их считает героями, кто-то их считает террористами, но во всяком случае они сейчас тоже стали политической партией и включились в нормальный политический процесс, что очень хорошо, потому что опыт показывает, что эти вооруженные группы, их нужно интегрировать в политический процесс, а не пытаться их как-то вот оставить вне процесса, что приведет к большей радикализации. Поэтому у нас есть надежда, что политический процесс нормализуется. И самое вот главное, что мне вселяет надежду, это мы видим, как общество стало совершенно по-другому относиться к политике. То есть, если